На сегодняшний день более 2000 домов только в центральной части города находятся в заброшенном состоянии. Парадокс в том, что у каждого дома есть полноправный хозяин. Вот только тех, кто ежегодно приводит в порядок приусадебный участок, единицы. Большинство из этих домов были оформлены в собственность сразу после войны, но с тех пор они так и остаются незаселенными. И с каждым годом проблема становится серьезнее. В течение 25 лет мы всем выделяли жилье, кто бы ни обратился. Много людей было, которые нуждались, правда, в жилье нуждались. Особенно те, которые пострадали во время войны, многодетные, семьи погибших. Мы просили их, обращались, чтобы они как бы стали ухаживать за своими домами. Сейчас в течение 25 лет никаких изменений нету. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам, к нашим жителям города, района Ачимчирского, всем тем, кому мы выделяли дома. Мы ко всем обращались неоднократно, писали уведомления. Еще раз просим, придите за все дома, которые за вами закреплены. Пожалуйста, приведите в порядок. Проросшие травой дома с разбитыми окнами и стенами, безусловно, портят облик любого города. Такое положение дел не может не огорчать не только местные власти, но и жителей. Представители Ачимчирской районной администрации ищут пути решения существующей проблемы. Предлагается, в частности, провести тщательную проверку оформления жилых домов, известить собственников домовладения о необходимости приводить в порядок закрепленные за ними приусадебные участки, а в случае неисполнения условий направлять дело в суд и в дальнейшем изымать имущество. Мы старались людям помочь в оформлении домов и очень надеялись, что эти люди, которые к нам обратились, получив эти дома, останутся жить. Но не совсем случилось так, как предполагалось. Видно, люди ушли, уехали куда-то в другие города. Мы в Ачимчире остались. Очень надеюсь, в связи с такой датой, 25-летием, что наши люди вернутся, помогут нам прибраться и встретить достойно День Победы. По словам главы администрации Ачимчирского района Хрипса Джопуа, необходимо провести кадровые перестановки в отделе жилищно-коммунального хозяйства, приглашать на работу молодых специалистов, налаживать работу так, чтобы были реальные результаты. Ведь сегодня в отделе лежит около 100 заявлений с просьбой предоставить молодым семьям жилье. Коммунальные службы не в состоянии расчищать от мусора и зарослей все приусадебные дома в центре города. О чистоте и порядке должны позаботиться и те, кому эти участки принадлежат. В районной администрации надеются, проблема найдет свое решение в ближайшее время. Сария Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.